Знает прекрасно любой театрал. Театр не просто сцена и зал. Театр не может жить без актеров, без драматургов и режиссеров. Театр – это мир таинства, чуда и волшебства. Когда смотришь спектакль, кажется, что попадаешь в другой мир, в другую реальность. Дышишь одним воздухом с артистами, сочувствуешь им, переживаешь. Сами актеры тоже признаются, что каждый выход на сцену – это новые чувства, новые эмоции. В нашей республике есть разные театры – и музыкальные, и драматические, и кукольные. И среди них есть театр с почти вековой историей. Это Государственный академический театр драмы имени Виктора Савина. Именно Нёбден Савиттар Виктор Алексеевич Савин стал основоположником национальной драматургии и коми-театра. В 1918 году Виктор Савин организовал труппу из любителей сцены и написал для нее драму на коми-языке «Ыджид-мыш. Большая вина». Годом позже спектакль был поставлен и восторженно принят зрителем. В 1921 году сформировался Сыкомтевчук Усть-Сысольское коми-театральное объединение. Руководителем и режиссером стал Савин. Из-под его пера за короткое время вышло небывалое количество пьес – около 30. Сыкомтевчук стал родоначальником коми-драматического театра. В 1930 году были организованы месячные театральные курсы. Сценическому мастерству артистов-любителей обучали приглашенные специалисты из Московского дома народного творчества имени Крупской. Театр получил название «Коми-инструктивный передвижной показательный театр». Именно с этого времени театр драмы ведет свое летоисчисление. Конечно же, театр в мировой культуре – это уникальное явление. И точно так же оно уникально как вид искусства, оно уникально и в нашей республике. Это огромная, славная история, огромное количество замечательных, выдающихся людей. Это десятки, сотни, тысячи спектаклей, которые волновали зрителей. И вот из года в год складывается история театра, и она всегда живая. Во второй половине 30-х годов прошлого века драматический театр стал не только профессиональным, но и стационарным. В различных коллективах города собирались средства на постройку областного дома культуры. В 1932 году здание будущего театра было в основном завершено. Оно поражало своим величием. Одна часть театра была трехэтажной. Зрительный зал был рассчитан на 589 мест. Был балкон, фойе, буфет. Для Сыктывкара тех лет это было масштабно. Из слияния самодеятельного русского драматического театра, труппы КИПТА и выпускников Ленинградского театрального техникума образован коми-драматический театр, который в августе 1936 года, в день 15-летия Коми АССР, спектаклем «Егор Балычев и другие» по пьесе Горького открыл свой первый сезон. Среди выпускников Ленинградского театрального техникума были Анна Степановна Тарабукина, Русина, Пантелеймон Ануфриевич Мысов, Александр Георгиевич Зин, Иван Иванович Аврамов, Степан Иванович Ермолин. В детстве он хорошо играл на балалайке. В школьной самодеятельности участвовал в сценках, декламировал стихи, хорошо рисовал юмористические картинки и дружеские шаржи. Начальную школу окончил за 2 года, пошел сразу во 2 класс, а затем, минуя 3-й, пошел в 4-й. Степан Ермолин в 1931 году зачислен на актерские курсы. На курсах проучился с месяц, после чего был выпущен с отличными оценками по всем предметам и зачислен в разряд первых актеров с окладом 84 рубля в месяц. С этого момента его жизнь прочно связалась с коми-театром. Заслуженный артист РСФСР Степан Иванович Ермолин учился в Ленинградском театральном училище, причем был принят сразу на 3-й курс.
После училища вернулся в Сыктывкар, стал актером Коми-республиканского драмтеатра. Ермолин начал с 1932 года заниматься и литературной деятельностью. Его стихотворения печатались в республиканских газетах и журнале «Войвы в Коджу». С 1938-го начался путь Ермолина как драматурга. В соавторстве с драматургом Николаем Дьяконовым были написаны и поставлены на сцене Республиканского драматического театра пьесы «Дом на Каликова», «Усть-Куломское восстание» и другие. В 1943 году Ермолину присвоено звание «Заслуженный артист Коми СССР». Еще через 2 года «Народный артист Коми СССР». Публика очень любила игру Степана Ермолина. На спектаклях с его участием в зале не было свободных мест. За свою недолгую творческую жизнь Степан Ермолин сыграл более 150 ролей. В 2007 году в целях увековечения памяти была учреждена общественная премия имени Степана Ивановича Ермолина в области театрального искусства «Зарни Коджев. Золотая звезда». Премия присуждается за весомый вклад в развитие театрального искусства Республики Коми и популяризацию драматургических произведений. Тяжелым для театра было время Великой Отечественной войны, когда большинство мужчин ушли на фронт, но и в эти годы театр продолжал работать. Если представить себе военный период, театр почти постоянно был в разъездах. Каждый поселок, каждый населенный пункт был охвачен, и везде зрители принимали спектакли на ура. В репертуаре были спектакли, которые воспитывали в народе любовь к родине и ненависть к врагам. В послевоенные годы Коми-театр перестроил свой репертуар на пропаганду лучших образов русской классической драматургии. Из 30 оригинальных Коми-пьес 2 оказались самыми счастливыми и удачными – «Свадьба с приданым» и «Сельские вечера». Они исполнялись в сотнях театров страны и даже за рубежом. Пьесу «Свадьба» написал Николай Дьяконов на родном коми-языке в 1948 году, и почти сразу она была поставлена на сцене. Благодаря всесоюзному конкурсу драматургии о пьесе, переведенной на русский язык, узнали по всей стране. На сцене Московского театра сатиры она шла под названием «Свадьба с приданым» и была удостоена Сталинской премии. Позже был снят одноименный фильм, который зрители знают и любят до сих пор. Я тоскую по соседству и на расстоянии. Ах, без вас я как без сердца, жить не в состоянии. Там, где речка Вымь сливает свои прозрачные воды с Вычегдой, раскинулось старинное селение Усть-Вымь. В этом селе в 1911 году в крестьянской семье родился будущий народный артист Коми СССР Николай Дьяконов. Семья была большая. За обеденный стол садилось 14 человек. Николай был у родителей 11-м. Он окончил начальную школу, был ямщиком на почтовой станции, работал лесорубом. Театр и сцену полюбил еще со школы. Ходил в драм-кружок. Любил также смотреть кино и выступления приезжих артистов. Тогда он дал себе слово, что непременно станет артистом, как Игорь Ильинский. В 1931 году Николай Дьяконов приехал в Сыктывкар для учебы на театральных курсах. По окончании работал актером Коми областного передвижного театра. В 1936-м окончил Ленинградское училище театрального искусства. До 1945 года работал актером и режиссером Коми Национального драматического театра, а затем его художественным руководителем. Дьяконов поставил здесь около 70 спектаклей. В 1945-м Николай Дьяконов стал лауреатом Государственной премии СССР. В том же году ему было присвоено звание «Народный артист Коми АССР». Он прожил яркую творческую жизнь и стал из коми-драматургов самым известным в Советском Союзе. В послевоенные годы среди артистов блистают Софья Ростиславина, Глафира Сидорова, Галина Лыткина, Юрий Лапа-Старженецкий, Юлия Трошева. 3 свадьбы сыграли в жизни Юлии Ивановны огромную роль.
Первая, а точнее свадебный обряд, инсценированный колхозниками села Помоздино по пьесе Вениамина Тимофеевича Чисталева, коми-свадьба свела ее с театром и тем самым определила ее судьбу. Жюри областной олимпиады в Сыктывкаре высоко оценило сценку «Свадьба». Исполнительницу главной роли, будущую народную артистку РСФСР, пригласили на работу в национальную труппу Коми-драмтеатра. Так она в 20 лет неожиданно стала актрисой. Народная артистка РСФСР, народная артистка Коми СССР, лауреат Государственной премии Коми СССР Трошева Юлия Ивановна родилась в селе Помоздино Усть-Куломского района 7 декабря 1916 года. Первой ответственной работой в театре драмы стала «Женитьба» Гоголя. Она играла Дуняшу. «Конечно, на первых порах не хватало техники, умения», — вспоминала Юлия Ивановна. «Меня хвалили, но я не обольщалась, отлично понимая, как долг путь к мастерству, к большому искусству, сколько нужно учиться, сколько нужно знать для того, чтобы стать настоящей актрисой. И я решила при первой же возможности поступить в театральную студию». Летом 1940 года попытка поступить в коми-студию при ГИТИС провалилась. Но осенью со студентами она возвращается и упорно ходит на занятия, и, наконец, ее зачисляют. Но война прервала занятия. Студенты попали на трудовой фронт в Смоленскую область, а уже позже их эвакуировали в Сыктывкар. Свою жизнь она навсегда связала с Коми-драмтеатром. Яркая, характерная актриса. Первый период своей творческой деятельности играла трагедийные роли. Потом были спектакли по пьесам Горького, Островского, национальных драматургов. Ее тянуло к ролям драматическим, с которыми она справлялась просто замечательно. В 1946 году, 30 лет, она стала депутатом Верховного Совета Коми СССР и получила звание заслуженной артистки республики. Особенной была ее роль Ольги из «Свадьбы с приданым». Это и была третья свадьба, которая принесла актрисе всенародную любовь и славу. А будущая легенда коми-театра Глафира Сидорова пришла на прослушивание в театральную студию в 14 лет, надев мамино платье и засунув за пазуху варежку, чтобы казаться взрослее. Читала басню Крылова, сильно волновалась, а тут еще и варежка выпала. Члену жюри, увидев, что перед ними худенький подросток, сказали прийти ей на следующий год. Через 2 года Глафира поехала в Москву учиться в театральный институт имени Луначарского. Учебу прервала война. Под вой сирен и ночной бомбежки она с другими студентами рыла под Смоленском окопы и траншеи. Из горящего Смоленска в Москву вернулись лишь 5 девочек ее курса, в том числе и сама Глафира. Остальные погибли. В мае 1944-го Глафире Сидоровой вручили медаль за оборону Москвы, которую она считала самой большой своей жизни наградой. Осенью студию эвакуировали в Сыктывкар. Учебу заканчивали уже здесь. Далее работа в Коми-драматическом театре. За свою жизнь Глафира Сидорова сыграла более 200 ролей. И режиссеров, и зрителей поражала широта творческого диапазона актрисы. Казалось, не существует ролей, которые Глафира Сидорова не смогла бы сыграть. Кроме театра, у Глафиры Петровны была насыщенная общественная жизнь. Она была делегатом 26-го съезда КПСС, членом Коми-обкома КПСС. 15 лет руководила Коми-отделением Всероссийского театрального общества. С ее именем связана целая театральная эпоха – становление и развитие коми-театра. Талант и профессионализм Глафиры Сидоровой высоко ценили и зрители, и коллеги. Она пользовалась поистине народной любовью. Ее коллега по сцене, Галина Петеримовна Лыткина, могла бы стать хорошим учителем, как хотела ее мама, одна воспитавшая 8 детей. Но жизнь распорядилась иначе.
Маленькая Галя была затейницей, любила петь и плясать. Была у нее мечта стать трактористкой. Но окончила школу и поступила на 3-й курс Усть-Вымского педагогического училища. По дороге на новую работу в село Карткерос молодая девушка остановилась на Сыктывкарской пристани. Внимание девушки привлекло объявление о приеме в актерскую студию при драматическом театре. Она не раздумывала. Из 20 претендентов на актерские места в студию приняли только Галину и еще 2 молодых людей. После окончания в 1947 году коме-театральной студии, где преподавал ее земляк Николай Дьяконов, Галина начала работать в Коме-республиканском драматическом театре. Он стал ее вторым домом на всю оставшуюся жизнь. Яркая, комедийная, характерная актриса, создательница галереи образов в национальном, современном репертуаре. Таким ее запомнил зритель. Образ Галины Лыткиной привлекали жизненной достоверностью и оптимизмом. Первую заметную роль она получила в 50-м году в спектакле Дьяконова «Свадьба с приданным». Молодая артистка долго работала над ролью Любы Бубенчиковой. Ей казалось, что ничего не получится, пока Николай Дьяконов не сказал: «Чего мучаешься? Эту роль я списывал с тебя. Играй саму себя». И сыграла. Именно эта роль принесла артистке признание зрителей. Ну а первой главной ролью, которую доверил ей театр, была роль Валентины в пьесе Алексея Арбузова «Иркутская история». Дальше было множество ролей в коме и русских пьесах. В августе 1987 года заслуженной артистке РСФСР, народной артистке Коми СССР Галине Лыткиной присвоено было звание лауреат Государственной премии Коми СССР в области литературы и искусства. В 2001 году за достигнутые трудовые успехи Галина Петеримовна была награждена Орденом Почета и Орденом Дружбы. Стала первым лауреатом премии имени Ивана Аврамова. Именно Иван Иванович Аврамов впервые воплотил образ Ленина на коми-сцене. В прошлом это было знаком наивысшего профессионализма. В начале 60-х годов он стал главным режиссером и более 20 лет был душой театра. Ум и доброта, исключительно интеллигентность и тактичность, отеческая забота о коллективе, о театре и в то же время требовательность к работе и нетерпимость к фальши. Все это сочеталось в одном человеке – народном артисте СССР, заслуженном артисте Коми СССР, лауреате Государственной премии Коми СССР Иване Ивановиче Аврамове. Он родился 6 октября 1915 года в селе Слобода Усть-Сысольского уезда. Его дорога в театр началась в 1930 году с художественной самодеятельности. На Сыктывкарском лесозаводе, куда Ваня Аврамов устроился работать, был драмкружок. В 1936-м Иван Аврамов после окончания Ленинградского техникума сценического искусства стал артистом театра драмы в Сыктывкаре. В 1938-1939 годах Иван Аврамов был художественным руководителем Обьячевского колхозно-совхозного театра. Там он раскрылся как режиссер. В 1939 году был призван в Красную армию. 6 лет служил на Дальнем Востоке, участвовал в боях с Японией. После службы вернулся на сцену театра драмы в Сыктывкаре. Иван Аврамов исполнял героические и характерные роли. В каждом герое артист пытался найти свое зерно, взглянуть на героя как бы изнутри, увидеть и раскрыть его внутренний мир. Коллеги помнят, что в день спектакля он приходил намного раньше других, закрывался ото всех в гримерке. Ему важно было сосредоточиться и неспешно войти в роль. Такое отношение к образу свойственно именно большим артистам. В 1961 году, после окончания высших режиссерских курсов при ГИТИСе в Москве, Иван Иванович стал главным режиссером Сыктывкарского драматического театра и возглавил коми-отделение Всероссийского театрального общества. В целом, Иван Аврамов поставил более 60 спектаклей. Большую удачу ему принесли постановки пьес коми-драматургов «Макар Васька» Сикцазон Юшкова, «Сельские вечера» и «Клин клином» Василия Ликанова, «Свидание у черемухи» Александра Ларева. В 1957 году, после окончания Коми национальной студии при Ленинградском театральном институте, в
театр приходит новое, молодое пополнение. Среди них Александр Ларев, Зинаида Жакова, Максим Данилов. Вся творческая биография народного артиста Коми Максима Евстафьевича Данилова неразрывно связана с академическим театром драмы имени Савина. Его имя занимает заслуженное место в летописи в Коми драматургии и театрального искусства. Родился он 19 сентября 1927 года в Удорском районе. Окончив 7-летнюю школу, 2 года работал в родном колхозе. В 1944-1951 годах служил в рядах советской армии и даже участвовал в войне с Японией. В 1952 году поступил учиться в Коми-студию актерского факультета Ленинградского театрального института имени Островского. После окончания института в 1957 году устроился работать актером в Государственный театр драмы имени Виктора Савина. Его артистический талант нашел свое яркое воплощение как в коми-национальном, так и в современном русском репертуаре. «Прошка» Третьей патетической или «Асахатых» в «Угрюм реке» сразу же полюбились зрителям, получили высокую оценку коллег по творческому цеху. Заслуги Максима Данилова по достоинству отмечены почетными званиями «Заслуженный артист Республики Коми», «Заслуженный артист Российской Федерации», «Народный артист Республики Коми». Следующее поколение талантливых артистов – это Лидия Цивилева, Галина Микова, Эрнст Вербин, Александр Трибельгорн. Высокий рост, статная фигура, сценическое обаяние, безупречная дикция, музыкальность – это все о народном артисте России Александре Александровиче Трибельгорне. Сцене Александр Александрович отдал более 40 лет. В творческом амплуа актера были разноплановые роли. Их было более 100. Удачными для Александра Трибельгорна стали созданные им образы Васи в пьесе Островского «Горячее сердце», молодого инженера Черникова в протоколе одного заседания Гельмана, Георгия в спектакле «Над светлой водой» Белова. Большим творческим достижением актера стала роль Леща в пьесе Горького «Последнее». Актер был занят также и в национальном репертуаре театра. Считают, что самым ярким сценическим достижением Александра Трибельгорна стал образ Виктора Савина, коми-поэта, драматурга, композитора, основателя Национального театра в спектакле Светланы Горчаковой «Югыт Коджу. Звезда неугасимая» по пьесе Виктора Кушманова. За эту роль в 1989 году актеру присуждена Государственная премия Коми АССР. В том же году Александр Трибельгорн был удостоен почетного звания «Народный артист Коми АССР». В наши дни в память артиста на сцене театра проводится республиканский конкурс актерской песни. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. 22 ноября 1978 года постановлением Совета министров Коми АССР Республиканскому драматическому театру было присвоено имя его основателя Виктора Алексеевича Савина. Через 2 года театр был награжден Орденом Дружбы народов. В 1995 году решением комиссии Министерства культуры Российской Федерации Государственному театру драмы Республики Коми имени Савина присвоено звание академического. Труппа театра непрерывно пополнялась новыми талантливыми актерами, режиссерами, которые вносили в развитие театра свой огромный вклад. И сегодня в театр приходят молодые таланты.
И сегодня, имея такой большой багаж театра, конечно же, живет полноценной жизнью. Огромный репертуар, большое количество замечательных артистов, профессиональные работники цехов. Все это объединено в одно слово – театр. И каждый вечер зритель, приходя сюда, попадает в волшебный мир. То, что на сцене, то, что в зале – это как раз живой театр. Без этого невозможен зритель, который своим вниманием, своей энергией поддерживает. В свою очередь актеры наполняют этот зал, и получается театр. Уникальное искусство. Нет у меня своей воли. Кабы была у меня своя воля, не пошла бы я к тебе. Твоя теперь воля надо мной. Ну разве ты не видишь? Катя! Катя! Жизнь моя! Театр – центр внимания жителей Сыктывкара. И каждая его премьера – всегда заметное событие в творческой жизни Коми Республики.